На майские праздники и в нерабочие дни в Коми ограничено пребывание людей в лесах. Задачу в оперативном порядке принять соответствующие меры сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поставил глава республики Владимир Уйба. В местах въезда в лес будут выставлены посты, организуют и патрулирование территорий. Кроме того, напомнил глава, что руководители ряда муниципалитетов должны были устранить имеющиеся недостатки и представить объяснительные по срыву сроков разработки паспортов населенных пунктов, которым грозят лесные пожары, а также по сокращению количества мест массового отдыха у воды в летний период. Не все власти на местах озаботились организацией пляжей. На особом контроле и вопрос завершения строительных работ на участке дороги до деревни Шеладер в Сыктывдинском районе. Напомним, в середине апреля здесь просел грунт, а вместе с ним и асфальт. Люди остались без связи. Глава Коми поручил решить вопрос в кратчайшие сроки. И в выходные он лично выехал на место, чтобы оценить проделанную работу. Я 3 числа на месте побывал, по дороге проехал. Понятно, что молодцы, что, по сути, за несколько дней восстановили огромный дефект в дороге, в полотне, там более 50 погонных метров с глубиной до 10 метров пирога дорожного. То есть тысячи кубов и щебня, и песка, и грунта. Но все равно остается у нас провал. То есть сегодня горизонта дорожного нет. То есть у нас идет такой прогиб. Но, тем не менее, еще раз повторяю, за несколько дней восстановить многотысячный объем таких работ дорожных, это, конечно, дорогого стоит. И в этом смысле все, кто был ответственный за это, молодцы перед людьми, перед которыми было не стыдно. Вот мне 3 числа там подъехали население, и не стыдно было этот вопрос проговаривать, потому что, честно скажу, люди говорили, мы в жизни бы не поверили, если бы это вот сегодня по этой дороге сами не ехали. Считали, что все, отрезано Шеладер на 2-3 месяца, и, в общем, у людей было такое, конечно, пессимистическое настроение до этого. Сегодня, конечно, люди очень благодарны. Сегодня движение по участку дороги восстановлено.